Всем привет! Это Киноалания. Сегодня пятница, а значит вновь пора рассказать о том, что интересного нас ждет на больших экранах. И на этой неделе у нас премьера одной из самых долгожданных картин «Темного Феникса». Причем долгожданная она в самом прямом смысле этого слова. Фанатам «Людей Икс» пришлось ждать выхода фильма аж 2 года. Именно столько времени прошло с момента начала съемок. Проект будто прокляли. Его переснимали, сдвигали сроки и даже дважды переносили премьеру. И вот, наконец, «Темный Феникс» добрался до кинотеатров. Будем смотреть? Говоря о сюжете, поклонникам вселенной «Люди Икс» она покажется знакомой, ведь по сути это та же история, что была в фильме «Люди Икс. Последняя битва». Только на этот раз она будет рассказана более мрачно, жестко и драматично, и на этот раз здесь не будет росомахи. Итак, на дворе 90-е. Прошло 10 лет с событий апокалипсиса. Люди Икс активно творят добро на Земле. Во время одной из спасательных экспедиций им придется отправиться в космос, чтобы спасти астронавтов. Но что-то идет не так, и Джин Грей оказывается поражена некой космической силой. Именно это разбудит в ней тайную, невероятно сильную и далеко не самую добрую сущность Темного Феникса. Это и приведет к расколу среди людей Икс. Так, когда я теряю контроль, происходит несчастье. Но ощущение супер. Конфликт между Магнето и профессором Ксавье в этом фильме отходит на второй план. Главная злодейка Темного Феникса – неизвестный персонаж в исполнении Джессики Честейн. Что мы о ней знаем? Первое – то, что она принадлежит какой-то внеземной цивилизации. Второе – то, что она злодейка. И третье – что она будет использовать силу Темного Феникса в своих интересах, провоцируя Джин Грей творить невероятные злодейства. От Темного Феникса вряд ли стоит ждать легкости и искрометных шуток. Здесь больше драмы. Герои дерутся, страдают, а кое-кто даже не доживет до финальных титров. Зато нас ждет крутой сюжет, которому мы, конечно, опять простим нестыковки с предыдущими частями. Плюс классная злодейка в исполнении Джессики Честейн, а еще отличная пара Макэвой Фассбендер, которая опять играет свои роли фантастически. Ну и Софи Тернер, которая очень классно вписалась во вселенную Людей Икс, а также старые добрые Мистик, Ртуть, Зверь и многие другие герои. В общем, скучать нам не придется. «Темный Феникс» – заключительный фильм про Людей Икс, который снимает компания Fox, если, конечно, не считать новых мутантов, судьба которых совершенно непонятна. Теперь эти персонажи ушли Диснею, а значит, они появятся в киновселенной Marvel. Поэтому сейчас настала пора проститься с людьми Икс такими, какими мы их помнили, с этим кастом, с этим стилем, ведь вернутся они совершенно другими. «Темный Феникс» хоть и самая громкая, но все же не единственная премьера этой недели. Ловите подборку свежих картин, которые можно посмотреть в кино прямо сейчас. На больших экранах показывают ужастик «Обитель страха». События фильма разворачиваются в конце 19 века. В центре сюжета молодая пара, которая живет в бескрайних прериях Дикого Запада. Муж часто отлучается по делам, жена остается в одиночестве, поэтому она не может не радоваться, когда рядом селится еще одна семья. Вот только ее новая подруга, забеременев, начинает странно себя вести и утверждать, что где-то поблизости бродит нечто потустороннее. Поклонники Болливуда могут посмотреть индийскую спортивную драму «22 ярда». Главный герой – известный спортивный агент Рон Сен. Он посвятил свою жизнь поиску новых талантов и их продвижению, однако сейчас его карьера висит на волоске, и от его решений зависит, останется ли он в большом спорте или его ждет всеобщая ненависть. Ну а для детишек «Щенячий патруль» и «Вспыш и чудо-машинки». Этот выпуск состоит из 2 серий. В одной щенки строят обсерваторию, чтобы увидеть пролетающую над городом комету. Во второй у Вспыша во время гонки лопаются шины. Он думает, что выбыл из гонки насовсем. Придется потрудиться, чтобы вернуться на гоночный трек. Но и это, конечно, тоже еще не все. Есть еще несколько картин, которые точно могут вас заинтересовать.
сегодня в рубрике Must See у нас кино непростое, возможно, даже неприятное, шокирующее и заставляющее думать и ковыряться в своей душе. Не советую, но все же рекомендую посмотреть психологический триллер «Что-то не так с Кевином». Картина поставлена по книге Лайны Шрайвер «Цена нелюбви», и во многом в этом названии и кроется основной смысл картины. Все начинается со счастливой семейной пары, любящей веселиться и путешествовать. Но беременность вынуждает Еву отказаться от этого, переехать в пригород и сконцентрироваться на ребенке. Мальчик растет замкнутым, его отношения с матерью вряд ли можно назвать теплыми. Он уверен, что она его не любит. Она же подсознательно винит ребенка в том, что он лишил ее свободы. Непонимание, взаимное отторжение и агрессия усиливаются с каждым годом. Все это в итоге приведет к кульминации, которую мы вряд ли могли ожидать. История, по сути, делится на две временные линии. Одна в настоящем. Здесь Ева живет одна, ее ненавидят окружающие, она в вечной депрессии. Вторая – это прошлое. Именно флешбеки призваны объяснить, что именно случилось. Роль Евы – одна из сильнейших в карьере и без того невероятной Тильды Суинтон, а для Эзры Миллера роль Кевина стала настоящим прорывом. Эти двое – это те столпы, на которых держится весь фильм. Актерская игра и невероятно точные диалоги – вот что делает фильм «Что-то не так с Кевином» настоящей бомбой замедленного действия. Фильм разворачивается очень медленно, постепенно, открывая все более пугающие детали. «Что-то не так с Кевином» – кино неоднозначное и непростое. Каждый найдет в нем своего виновника и свою жертву. Кто-то скажет, что во всем виновата Ева, которая недолюбила своего сына. Кто-то скажет, что Кевин в любом случае вырос бы жестоким и бессердечным. Здесь авторы оставляют простор для размышлений. После просмотра картины остается жуткое ощущение, настолько реалистично все, что происходит на экране. Пересмотреть «Что-то не так с Кевином» вы вряд ли когда-либо захотите, но посмотреть его хотя бы один раз абсолютно точно стоит. Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.